Ну и доброго вечера, друзья! Сегодня у нас опять же был трудовой день. После того, как пришли с речки, посадили вот этот большой огород. Один огород посажен, остался еще один огород на даче. Белый меня, как всегда, и провожает на рыбалку. Папа приедет с рыбалки и угостит тебя свежей рыбкой. Да, Белый. Сегодня взял сачок, попробую поймать малька. Потому что вода упала, еж уже начал досаждать. Ловушки не ставлю. Почему? Потому что и в той курюшке, где прошлый год я вел малька, и там вода уже упала. День-два, и там все высохнет. Так что подумаю, или где-то бредишком черпанем, или что. Подумаем. Пока не буду. И сегодня, если не получится, мальков с очком поймать, поймаю. Нет, так насажу сегодня что на червей. Вот наши тюльпанчики. Два тюльпана, главное, выросли хорошо. Желтый не хочет. Здесь что-то тоже долго собирается. А вот эти красотулечки, что-то маленькие, что-то не понравился им наш север. Так и не растут. Это первые тюльпаны, 2 года назад я их посадил. Черемуха у нас расцвела, вся черемуха. Вот такая красота. Вот такая красотень в моей деревне каждый день. Братан тоже сегодня приходил с супругой, он посадил огород. Половину огорода почти досадили, немножко сил не хватило. И там вот квадратик небольшой. Очень деревенская среда. Солнышко у нас на горизонте. Скоро сядет уже. Ну а мы, как всегда, на речку. Вот мы, друзья, на той курьюшке, где прошлый год я ловил малька для живца. Как мы видим, она уже вся обмелела. И очень быстро вот прошлый год по эту бровку вот был, мы вот здесь вот ловили, ставили банки. И вполне удачно мы наловили неплохой запас. Сей год я тоже ждал, когда появится эта куря, потому что здесь все было затоплено, вода была очень большая. И вот она только появилась, и через день она уже, как мы видим, обмелела. Сейчас я закинул сачок. Попробую сейчас покрошить хлебушка. Да, нет. Будем что-то думать дальше. Но ставить сюда ловушки не вижу смысла, если вода будет дальше падать. Через день, через два здесь будет просто уже маленький ручеек, малька здесь не будет. Будем что-то думать. Сейчас покрошим хлебушка. Когда я подходил к лодке, мальки были. Они просто куда-то смотались. Сейчас посмотрим, может подойдут. На улице опять похолодало. Ну, в смысле похолодало то, что скоро ночь, скорее всего из-за этого. Вот они там вот плавают подальше. Сейчас немножко оставлю хлебушка еще. А малька-то, конечно, сейчас получше было бы, потому что вода упала. Ершовое царство теперь покоя не даст. Ну, посмотрим, подождем, пока не видно никого. Малек в этой куре на сачок идет очень плохо почему-то, я не знаю почему. Сколько не пробовал, только бесполезная трата времени. А в ловушку идет хорошо. Вот они вот там вот дальше плавают, а к лодке уже не подходят.
Подождем. Вот там вот дальше крошки хлеба, которые сверху плавают. Их те ребята сюда даже вообще не подходят. Так что не будем тратить времени. Его у нас и так немного. В общем, пробуем. Да, нет. Два микромалька. Но это, конечно, ни о чем. Ладно. Попробуем в другом месте, еще там возле лодки. Если нет, то насаживаем сегодня на червей. Ну и здесь с мальками у нас ничего не получилось. Если днем, когда мы сюда причалили, оставили сюда лодку, мальков была бы здесь тьма тьмущая. Не крупный, но такой средний. Небольшой малек. То сейчас вечером тишина. Ну ладно. Насаживаем на червей еще сегодня. Тут вот эта канава получается, когда Гортьёль, вот эта речка, поменяла русло. Раньше она текла здесь, вдоль деревни. А когда она резко повернула направо и стала вытекать, впадать в Печору здесь, как бы деревне стало неудобно, что не стало рядом чистой реки. Попробовали выкопать экскаватором русло, чтобы она по новой шла здесь. Копали здесь, закидывали здесь. Но природу не исправить. Как природа решила. Решила она вытекать здесь, значит вытекает здесь. А тут получилось вот такой вот канал типа. И теперь здесь собираются мальки по весне. Летом все это здесь высыхает, конечно. Нету. Ничегошеньки здесь нету. Ну и ладно. Все, встречаемся на продольниках. Прошлый год здесь на этой лужайке мы отдыхали. Леха, Олег, Андрей. Тут у нас костерочек был. Нормально отдыхали. Приехали. Приехали. Вы посмотрите, какая красота. Хоть картину пиши. Классное зрелище. Ну, сейчас посмотрим. Сегодня проверили утром. Если сильно ёрш не посрывал червей, то улов должен быть, в принципе. Приготовимся.
Мальку мы сегодня не поймали. Попробуем поймать язей. Ну как мелко уже. Опять же сейчас будем поднимать отсюда и кидать туда. И так постоянно. Вода прибывает, кидаем к берегу. Вода падает. Опять сачок не достали. Ладно, пробуем без сачка. Что-то есть. Есть ёршик у нас. И что-то есть у нас. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Вот так вот. Чуть было не ушел кабан. Я-то думал, один мелкий этот. Так смачно выдернул его. А за ним еще, оказывается, был. И уже почти ему повезло. Чуть бы не ушел. Но, видать, был мой. Так бы осталась одна чешуя. Немножко, конечно, понапутали. Ну ничего, сейчас разберемся. Так, хороший. Хороший. Раз. И там еще что-то есть вроде бы. Или зацеп. Не пойму. Так, один есть. Все. Видать, там зацеп в кусты был. Показалась натяжка такая мощная. Но один есть, тоже хорошо. Не пусто же. Потерял минут 20, наверное, времени, пока распутывал первый продольник. Капитально запутался. И мелко-мелко, блин, надо опять выносить. Ладно, так закину, завтра подальше вынесу. Так мелко, что приходится аж поднимать. Опа, а там язь. Мотор поднимать приходится. Глубина, не знаю, не больше полуметра, наверное, стала. А самое интересное, язик-то клюнул. Получается, вообще возле берега, что ли, на мелкоте. Или он с утра попался. Сейчас мы его попробуем вытащить, если получится. Вот он, язёк. Твою мать. Под мотор. Где ты? Ну хитер бобер, а. Не так-то просто на мелкоте его и сачок-то поймать. Видит, сачок гасится. Иногда бывает даже проще без сачка поднять его. Когда вода грязная, глубокая, он сачка не видит. Тогда все нормально. А когда вот так вот, бывает еще хуже от сачка. Вон, видите, залез под лодку.
Кое-как его я только достал. Так. Продолжаем опять выносить. Блин, опять темнеет. Ну ладно. Глаза боятся, руки делают. Пошли толкаться. Так, кто-то дергает, кто-то дергает, кто-то дергает. И этот кто-то окунь. Все. И там дальше еще язь. Все, пошла пора окуней. Опа, ни хрена себе он дернул. Вот это да. Даже окушка моего хорошо дергает. Ты, музик, как мне с тобой быть-то? Раз. Отлично. Хороший язь. Хороший, хороший, хороший. Не дергайся, сачок порвешь. О. Попался ты на маленький крючок. Он такой вот. Раз. Так, там у нас брат Ёрш. Братец Ёршик. Сопливый. И вот он полосатый окушок. Если честно, я тебя рад видеть. Скоро начнется. Сейчас поднимем продольники скоро. И будет у нас рыбалка и на окуня, и на щуку. Все будет. Но пока еще надо немного половить язя. Так, а здесь у нас показался язёк. Мелко видно. Так. Вот он, вот он, вот он. Так, сейчас сначала отпустим его. Пусть поплавает. А то опять все перепутается. Что, пробуем поймать язину. Ух ты, слабо зацепился. Мой здоровяк. Он сошел. Ну, сошел в сачке. Я видел, что он держался еле-еле на честном слове уже. Но держался. Энскадан. +1. Сегодня улов растет медленно. Ну что делать? Все. Весна, можно сказать, кончилась. Наступило лето. Наступило время ершей. Вода очень быстро падает. Осталось рыбачить на продольнике, ну, где-то около недели. Ну, если на мальков, то можно чуть дольше, правда. Но на мальков. На червей уже все. Без толку. Так. Выносим продольник на середину. Так. Язёк есть пока есть. Ух ты, какой буйный. Буйный.
Так, один с очке, второй на крючке. Так, хороший. Здоровяк. Силен, братан, силен. Так, там еще что-то дергает. Так. Ага. А ёшкин ты кот. Врешь. Не уйдешь. Все. Добегался. И еще харюс. Ну хоть что-то сдвинулось с мертвой точки. Два язя и харюс. Так, ну что, опять кусты, опять выносить. Слишком быстро лето наступило. Что-то есть. Харюс. Ну давай с тобой попробуем так. Харюс. Ну. Забрал. Опа, там еще язь. Там еще язечек. Что, попробуем тоже так? Давай. Раз. Без очка. Оно как бы быстрее. Ну, да фиг знает, бывает и с очком тоже. Я говорю, вот сейчас вода прозрачная, мелкая. Он сачок видит и уходит. Ну вот, харюс и ясь. Потихонечку. Наш улов растет, все-таки растет. Так, что-то запутало, что-то есть. Похожий на язя. Ух ты! Вот это кабан. Так, ну что, с этим потом разберемся. Раз. Бляха-муха. Два. Опа, там третий еще. А третий-то дружочек. Красавец харюзочек. А третий-то дружочек. Мой красавец харюзок. Вот так вот. Вот. Хорош. Ну вот. Янцкадан. Сейчас уже подъехали близко к селу. Будем говорить шепотом, потому что, слышите, вон собака лает. Слышимость просто, вот когда нет ветра. Если я сейчас буду громко говорить, в каждом доме будет слышно, что и о чем я
говорю. Так что будем говорить, если не шепотом, так хотя бы в полголоса. Хрюски, конечно, радуют. Синеушные такие красавцы. Я сказал. Так, что-то есть. О, вот он, вот он, вот он. Блин, сильно дергается. Ушел опять под лодку, блин. Сачок видит и уходит под лодку. Врешь, не уйдешь. Ты крикнешь мне, не уходи. Ведь ты же мой, ведь ты же мой. Так. +1. Инскатан. Язёк. Язёк, язёчек. И там второй дальше. Так, первого попробуем так, без очка. Это можно первого. Вот так, первого поймали. Так, а второй здоровый. Второй здоровый. Пошел на дно. Пошел под лодку. Все в сачке. Нормальный здоровяк. Крупный ясь. Инскатан. Вот такой вот лапоть. Заглотил. Вот такой вот язычек. Заглотил до желудка. Ну вот. Инскатан. Улов растет. Поначалу думал, кроме ерши ничего не будет. На мелкоте там одни ерши были. Но глубина дала нам все-таки рыбу. Ну вот и крайний продольник. Смотрим, что он даст нам. Так, натяжечка есть. Язык. Буйный какой-то язык. Ух ты, там второй. Отличный улов на крайний продольник.
хариус и 2 язя. Так что почти свои пол-ведра мы поймали. Правда, запутали, но ничего страшного. Распутаем. Зацепились хорошо. А нет, этот ушел. Крупный ушел с очком. Вот он. Ну вот как раз свои пол-ведра мы поймали. Есть харюза. Есть даже вот такие вот хорошие харюза. Нормально. Ну вот и закончили мы вечернюю проверку. Все замечательно. На мелководье, правда, уже долбят ерши. Но ничего страшного. Поймаем мальков. Ершей не будет. Рыбачить нам осталось где-то, по моим прогнозам, где-то около недели, не больше. Если вода будет падать в этом же, ну в том же духе, как сейчас падает, то все, через неделю протольники поднимем. Ну а пока до свидания, друзья. Завтра с утра еду в Троицк. Встретимся на вечерней